Друзья, добрый вечер выходного дня. Я Петр Цепандин на канале Якутия-24 и с программой «Просто вкусно». Мы, как обычно, находимся в ресторане «Мусхая» в гастростудии у нашего друга Семена Тарбахова. Семен, привет! И к нам сегодня в гости пришел мой друг Игорь Егоров. Да, Игорь, я даже не знаю, как тебя представить. Певец, стрелок, предприниматель, я не знаю, ну, ты сам себя представишь потихоньку, да, Игорь, привет, вот, да, тебе надо руку пожать, да? Так, я тебе заранее объяснял, кстати, познакомьтесь, да, Игорь, Семен, вот, да. Вот, заранее тебе до передачи объяснял примерно, что такое наша программа. Да. Она не кулинарная передача. Да. Да, это кулинарное ток-шоу, где мы приглашаем своих друзей и иногда заставляем, иногда просим их готовить. Да. Попробуем. Да, попробуем, да. Вот и я знаю, что ты бываешь на земле, бываешь на охоте и на рыбалке, то есть наверняка ты умеешь готовить. Приходится. Приходится, да. Ну, как, если не будешь готовить, то, скорее всего, просто с голоду. Да. Вот. С чем ты пришел к нам сегодня? Очень долго думал, но решил сегодня приготовить фетучини с креветками в сливочном соусе. Так, звучит заманчиво. Ага, хорошо. Почему фетучини? Потому что какая-то мне история мне очень нравится это блюдо. И когда мы ездили на чемпионат мира в Италию, Ага. мы кушали фетучини. Но что я заметил, мне больше нравится фетучини кушать где-нибудь в наших, в российских ресторанах. Ага. Я не знаю, может, там у них макароны другие, может, Да, что. может Почему-то мне там, они немножко твердые макароны были, какие-то Ага. там жесткие, какие-то там, а у нас более мягкие. Может, из-за этого. А так, по вкусу, конечно... Более приближенно к тому, что ты привык кушать. Да, Так, да? да, может быть, да. А Хорошо. так, конечно, мне и в разных вариациях нравится, да, там, пасты, вот эти... фетучини почему-то больше как-то по душе. Блюдо такое, несложное, кажется. Но когда начинаешь вникать и смотреть, там так как-то все поминутно, там 5 минут надо, там тут 3 минуты надо. то есть технологический чеснок цикл. надо, да, Цикл какие-то там, да, технологический. вариации тоже есть. Поэтому Ага. это блюдо, я думаю, что подойдет, любой семье, да, там, если торопишься, там быстро можно приготовить, минут за 15-20 можно уже это блюдо кушать уже. В обеденный перерыв, Да. скажем так, да? Поэтому это очень практичное блюдо, вкусное. И те, кто, конечно, на диете сидят, им не подойдет. Но те, кто особо не парится, им Да, это спортсменам. блюдо. Один раз можно там. Хорошо. Предлагаю начать. Что нам Сначала надо? мы Что нам поставим надо? воду. Так, Воду? для начала, у нас должны быть все ингредиенты, да, чтобы Да, что-то приготовить. расскажи, что ты принес. Так, у нас есть сливки, Так, вот начнем с пасты. паста, Паста. фетучини. Да, фетучини. Так. Они вот такие плоские. Ага, Их можно, по идее, самим делать, да. говорят тут. Тут даже вот нарисовано. Люди говорят, Да. что делают с яичным желтком, да? Да. Да. Я вот, Это по яичная цвету, лапша. по цвету тоже, да? Яичная лапша немножко получается. желтовато. Так, Вот. Что у нас есть? Сыр обязательно, пармезан. Пармезан. да, твердый сыр. Делать можно же, фетучини можно с курогрудкой можно делать, с креветками можно делать, еще, что-нибудь еще можно по своему усмотрению, да? Там, То есть добавлять туда, да, в пасту. Да. А ты, смотри, принес мы креветки. сегодня решили сделать креветку, взять тигровые креветки. Хорошо. Давай, готовить ты будешь здесь. Давай мы с вами поменяемся. Ты вот сюда, Семен, как обычно, вот сюда. Вы готовите, а я делаю вид, что вам помогаю. Хорошо. Так, для начала мы, наверное, все подготовим. Поставим Да. нашу воду. Это вот тогда убираю. Да, можно пока туда отложить. Так, мы для начала начнем, например, с сыра. Ты его пока натерешь. Хорошо. Вот тебе... Ага. Так, Передай, я думаю, пожалуйста, что чеснок. вот тут же много вариаций, да? Да. Я думаю, самый маленький вариант. О, в принципе, Вот этот подойдет? в этот подойдет. Хорошо. Так, кто-то сыр натирает, двое работает, один смотрит. Да. Обычно у нас бывает Один один смотрит работает, и спрашивает. один работает, двое смотрят у нас обычно бывает. И Семен сегодня жалился над тобой, видимо, решил помочь. Семен у нас выступает в роли эксперта. Он, думаю, знаком с этим блюдом наверняка. Да, и наверняка его готовил. Да, то есть как раз будет возможность сделать Игорю оценку. Игорь, мы с тобой знакомы уже давным-давно, да? Я тебя знаю уже как очень хорошего друга, но нашим телезрителям наверняка будет интересно узнать,
как говорится, как ты дошел до жизни такой? Сам откуда, где учился, чего, кого? Вот почему я начал представлять, я даже не знаю, как тебе представить. Певец ли ты, предприниматель ли ты, стрелок ли ты? Ну вот, расскажи, пожалуйста, о себе. Вкратце, а потом я буду наводящий вопрос задавать. Ну, пою всегда. Пою С всегда. малых лет пою. Как родился, начал петь, да? Да, я пою сейчас на эстраде, допустим. Ага. Многие спрашивают, куда потерялся, почему не поешь. Я пою, очень много пою. До сих пор. Да, и на свадьбах пою, юбилеях пою, на концертах тоже, в принципе, ну, беспрерывно пою. Ага. Единственное, что мало песен делаю, да, это факт. За последние 10 лет, наверное, я одну песню сделал, нет, ну, а так есть у меня песни, которые больше 10, наверное, песен, которые нужно записать, и просто надо их выпустить, наверное, ну, как бы. В смысле, свои песни? Ну, Которые для тебя песни? да, Твои песни? да. Ага. Что-то Ну, то сам чуть-чуть сочинил, что-то Да, там. аранжировку сделать и выпустить песню. А в основном, как бы, наш общий друг Лекес Да. Для записывает, Кесу делает. привет, кстати. Для Кесу привет. Ага. Да, и вот эти песни, по идее, скоро должны выйти. Раньше как было, когда я начинал петь, это в 99-м году, песню сделал, одну там или, ну, там, неважно, 2-3 песни, отдал на радио, нас как бы все Викторию слушали. Виктория Саха. Ага. И все, ты через неделю ты очень известный. Ты звезда. Ты, ну, грубо говоря, да. Ты звезда. Сейчас с этим, может быть, даже лучше и легче стало, потому что сейчас все в Инстаграме, да, все это Да, в соцсетях сидят. Тоже что-то там хайповое такое, хорошее, вкусное сделал, и тоже может пойти вообще там. Миллионы просмотров может там, если вообще там. Сейчас можно и легче даже, кстати, на российскую эстраду также выйти. Почему нет? Я очень хочу, чтобы, ну, в будущем, чтобы из Якутии ребята тоже. Кто-то сцепился, да? Ну, из Якутии же есть люди, которые поют, а я именно хочу, чтобы якутским колоритом каким-то там, может быть, с якутским колоритом, но по-русски можно петь, ну, как-то вот что-то такое, чтобы нас знали именно по артистам тоже, что он. Мгм. Потому что у нас очень много талантливых людей, которые не хуже поют. Так, расскажи о родителях своих. Конечно же, я вырос в кругу семьи, у меня очень большая семья. Мгм. Бабушка с дедушкой, у них 10 детей. О, И у каждой семьи по 5, по 6 детей. И внуков нас просто очень много. И каждый день рождения собирались по 50, по 60 человек. очуметь. Да, и сенокос у нас как бы фермерское хозяйство, короче. Ага. Там. И на сенокос, это же мы, как бы у нас ни газа, ни этого, ничего нету. Мы отапливали печное отопление, да, там. Ну, у всех так было. И лед, там, ну, все как бы, охотились сами. Дедушка промысловик, рыбак, там, я с ним постоянно с детства тоже. Сейчас вообще не рыбачу, а тогда я больше все-таки рыбачил, когда в Нюрбе жил. Поэтому дедушка меня научил и охотиться, и рыбачить, и вообще работать. Сильно много работал я в детстве. Дети, да? Не жалеешь об этом? Тогда я жалел. Почему все играют, а мы Я работаем? работаю, да? А потом, когда сюда приехал, уже начал петь, и, видимо, немножко расслабился. Вот что, ну, работа, отдых, Ага. выступление. А потом, конечно, я понимаю, что это эстрадная работа, это очень сложная работа. Да? Конечно. Гастроли, чего стоит. Бесконечные Я сейчас, репетиции. мне скажи, поедешь на гастроли, у меня сразу сердце начинает болеть, потому что я за свою жизнь объехал всю республику. Ага, Не гастроли. просто по улусным центрам, а по всем деревням, каждый поселок, неважно там сколько живет, 100 человек живет или там Ага. 1000 человек живет. Мы ездили почти по всем направлениям. Мало точек, куда не ездил я. опять. М. Тикси, наверное, еще там пару райончиков, все. М. 2 места, по-моему. Ясно. А слушай, а вообще как приходит к тому, чтобы петь? Ну, то есть ты же говоришь, с измальства поешь, да? Ну, совсем маленький был, уже Да. пел всю дорогу, да? Да. А как это? Просто ты пошел, начал петь и все? Ну, у меня мама музыкант. Ага. И дяди, вот, мамины братья, почти все поют Ага. на гитаре. Ну, то есть Они, уже не было такого, что там, ну, и семейное и все. Они, грубо говоря, играли, Игорь, давай пой. Ага. И пел, Ты пел, пел. пел, да, я пел. Что-то я вообще забыл, я разговариваю, и Да, это что нормально. делать? Это нормально. Да. Потому что ты же говорил, что блюдо твое готовится быстро, наше дело тебя разговорить. Да. Рассказывай, интересно всем.
Поставили воду, буквально 6 минут нужно приготовить. Да. Это должно уже приготовиться альденте итальянский, Да, да? пока или нет? готовится, Для мы фетучини 6-7 чуть-чуть на одну минуту нужно не доварить. Не говорит, альденте, Желательно. да, чтобы такое на зубок такая тыс было, правильно? Потому что мы еще же с соусом перемешивать будем. Ага, и она одна будет там минута еще как раз готовиться. там она как бы догонит его. Догонит. Правильно он говорит, да? Правильно. Пока правильно. Да, хорошо. Разогреваем. Отложить? Разогреваем. Сливочное масло. мы разогреваем. Да. Креветка у нас уже По-моему, предварительно. сильно кипит. Или... Креветки у нас. И оттуда убирается вот эти вот черная вот эта вот Прожилки? нитка. Ага. Убирается все. Да. И Так. не, если честно, я думал, меня будете тут заставлять жестко готовить, а оказывается сами делаете. Ну то Нет, есть помогаете, ты помогаете. ты можешь, да, я же вижу, специально ничего не делаю. Ты меня попросишь, я тебе помогу, но пока нет. А Семен, видишь, он это почувствовал, наверное, что это, ты немножко тушуешься. Ты, да. Ничего страшного, Ну, это это нормально у нас. В этом виновата моя жена, потому что... За это время мы вот просто Можешь масло. передать привет своей супруге. Да, привет и... Привет, очень скромно. Учитывая, что она здесь сидит, такой, привет. Мне ложку передай, пожалуйста. Ложечку? Да. У нас же такая передача, свободно все. Мы можем прямо вот так в камеру сказать: дорогая, я тебя люблю, как это, да, Павел Воля все говорит: Лейсан, я тебя люблю, говорит, заколебал уже своими этими. Каждой передаче? Да, каждой передаче, каждом Comedy Club говорит: Лейсан, я тебя люблю. Так я тоже могу сказать: Ира, я тебя люблю. В случае, пользуясь случаем, хочу передать привет своей супруге тоже. Ты Да, тоже кстати, можешь я это сделать. поздравляю, недавно же у вас... Да. Как называть, какая? Серебряная. Серебряная была. Серебряная, да. Вот, пользуясь случаем, тоже хочу. 25 лет прожили вместе. То есть маленькая рекламка. Да, заполняем эфирное время чем только хотим. Так, вот у нас масло уже разогрелось. Ага. Не, сейчас. Это еще нет. Не. Она должна чуть-чуть Чуть-чуть подшипеть, Да. подкипеть. К этому времени мы добавим чеснок, Ага. креветки, 3 минуты, Да. потом креветки. немножко лимонного сока, вина. Все это подтушим. Вино все-таки надо. Мы решили Да. добавить вино. Вино, Какое вино? Хорошо. да, вино придаст нам изысканный вкус, и надо будет вино налить, потом подождать, чтобы Ну, выпарилось, да? Выпарилось немного, конечно. А то бы сразу в конце добавили вино, чтобы как соус. Так, нам еще надо еще 4 минуты. Отменю И себе уже на готово. часах. Отметь, да. Я это готов сделать. это. Скорее даже 3. Все, уже кипит. Так, мы Уже потихоньку добавляем, покупает, и наш чеснок чеснок. у нас пошел, да? мы его прям сильно не теребим. Пусть он лежит. Слушай, вот опять же про пение, да, ну вот заканчивая, подытаживая. Ты начал петь, и во сколько лет ты вышел на сцену? Или, скажем так, во сколько лет ты вышел на сцену, и когда тебе впервые заплатили за то, что ты поешь? Это же практически Да, же твоя хорошо. профессия. А петь я дома в основном пел, пока на самом деле мама говорит, что я не очень хорошо пел. Не очень? Да. Ну, когда маленький был совсем. Да. Мы обжариваем. Чуть-чуть Чуть-чуть перебить. Чуть-чуть, да. Тут не надо доводить его до Сильно, да. Сразу. коричневого цвета. Вот добавляем Да. наши креветки. Креветки тоже не сильно. Главное, чтобы корочка появилась немножко, да? Да. Как раз креветки, чеснок, немного лимонного сока. Это все они очень хорошо дружат. Вон у меня там лимон лежит, передай, пожалуйста. Вообще продукты между собой Должны дружат, да. сочетаться. Есть, которые не дружат же, правильно? Я же сюда не могу Да. шампиньоны добавить. Если кура-грудка была бы, фетучини, да, туда обязательно нужно шампиньонов добавить. Они уже поджарились, видно, уже по краям цвет меняется. Да. Мы в это время добавляем немножко лимонного сока. Да. Семен практически уже полное это борозды правления сам взял. Да. Ой, я так не умею. Да. Я тоже. Вот у нас получается, смотрите, цвет поменялся. Да. Надо тоже учесть, что не сильно пережаривалось. Мы застряли на моем вопросе, но пока у нас тут Да, больше да, времени занимает это. Просто у нас маленькая кульминация. А то мы упустим и это. Да. Да.
И вот за это время у нас как раз пока выпарится Вино. вино, у нас они будут готовы. Будут готовы. Наши макароны уже почти в идеальном состоянии. Еще Да, мы к этому времени- полторы минуты. Пока будем... Да. Лучше сболтни сначала. Вот у нас уже получается основа готова. Супер, аромат. Аромат, да. Не то, что еврашка. Не то, что я. Мы тут готовили в Ростов. Мы берем. Сейчас буквально пару минут. Так, добавляем огонь. Так, дальше. Что делаем? Мы сейчас должны уже подготовиться к добавлению сливок. Да, сливки. Чуть-чуть они буквально вскипят, мы их выключим, когда макароны мы уже И процедим. потом потомить в сливках, да? Да, потомить в сливках, ты это можешь туда переложить. Давай. Опа. И сыр у нас уже готовый. Сыр у нас в конце пойдет. Ага. Сыр в конце, да. Вот у нас есть немного жидкости, вот это получается вся основа. Так, и в этот момент мы добавляем нашу соль. Соль, перец. Соль крупная в данном, ну, в домашних условиях можно добавить обычную соль, конечно. Немного перца. Еще чуть-чуть. Все. Отлично. Давай. Аромат у нас поменялся. Я всегда всем рекомендую. По запаху определять, да? Нет, не то, что по запаху определять, а всем рекомендую все-таки перец с горошком брать. Конечно, да. Это для аромата. аромат, вкус, все это очень большая разница. Вот у нас все уже на финишной прямой. Сливки у нас 20. Ух ты. 23%. Если в домашних условиях, конечно, у вас сливки чуть перележали, ничего страшного, потому что она проходит тепловую обработку. Можно еще больше сделать. Не, мы предварительно выключаем. И она томится. Сейчас мы Паста готова. 6 минут. отлаживаем. Так, Сейчас мы проверим. не передержали ли мы макароны? Нет. Нет, нет, идеально. Они Можно еще вилочку? твердые. Вилочку. Нет, хорошо. Хорош, да? Да. Мы Отлично. это уже дело процедим. Ага. Игорь, ты помнишь мой вопрос? Да, да. Вот дома пел, значит, потом в 99-8 году я начал петь уже как сольный проект Тео Волчана. Сделал 3 песни, как говорил, отдал на радио. Стали крутить и позвали меня на концерт выступать. Это было в КЦ ИГУ. До этого пели, ну как бы мы пели бесплатно. Художественная самодеятельность. Да. Да, да. Ага. И помню, я получил гонорар 200 рублей и был просто рад. В восторге. Да. Жизнь Я удалась? даже помню, что я купил. Я же студентом был. Ага. Я по дороге домой купил продукты первой необходимости, да, там, хлеб, молоко, масло, неважно. Главное, я заработал и на эти да. деньги купил покушать. Это было для меня символично очень. Слушай, а расскажи, пожалуйста, тогда это. Вот ты начал в детстве, упомянул, я в детстве все очень много работал, охотился, рыбачил. Вот охота, рыбалка мне интересно. Что ближе для тебя, охота или рыбалка все-таки? Охота. Повезло мне с друзьями, что почти все охотники, и с ними начал охотиться на косулю, на лося, на глухаря, ну как бы. И повезло, что у меня сейчас состоит тоже охот-клубе, вместе состоим Кайман, да, где, Команду привет. да, где собрались очень большие, крутые, заядлые, азартные охотники. Ага. А вот как относишься вообще к дичи и в рационе? Я Или ж- ты более как-то в спортивном виде? Не, Да, интерес. Если честно, я в рационе 80% кушаю именно дичь. Именно дичь. Да. Если не больше. Ну, это конкретно занимает именно
основное. Да, в моем рационе занимает очень большое место. А вот фирменное блюдо от тебя какое будет? Вот ты рассказывал, например, в начале программы у нас про, Про там, плов какой-то, свинину, про про плов. фетучини. Но что у тебя прям, то, что ты можешь в домашних условиях прям... А если вообще, вот я пришел домой, я не готовлю там что-то там, ингредиенты, я вообще об этом не люблю думать. Взял мясо, Положил в воду, все. в воду положил, посолил, поперчил и что-нибудь, макароны или картошку приготовил. Чисто на воде и вообще, ну, вот это такое блюдо мне больше нравится. А так, если я очень вкусно хочу покушать, ну, у меня жена очень хорошо готовит. Всегда хорошо жена готовит. Если так получается, что там в разных городах и так далее, я иду в какой-нибудь хороший ресторан и могу заказать. Нужно довериться профессионалам. Вот мы же сегодня стоим, да, как бы, если бы я, вот это все я, как бы, понимаю, я все изучил, да, там, не готовил никогда, но я бы приготовил, но, понимаешь, да, чуть похуже было бы. Да, что-нибудь естественное получилось бы. Ну, Да. съели бы, не из голода бы точно, голодными не ушли бы, но тут всегда, если что-то делаешь, всегда это же нюансы. Маленькие нюансы. Что-то передержал, что-то там не дожарил, и все. Не досолил, не до это. Да. Поэтому идем дальше. Чуть-чуть меньше любви. А, это вторая порция пошла у нас. Так, правильно. Надо много. Нас много. И потому что нас не получается, только, нас не только вот ты трое здесь. рассказывал нам то, что вот очень во многих именно улусах был. Вот, например, ты говорил, рассказывал то, что ты с Нюрнбергского улуса. Вот. Что именно вот из Нюрнбергского улуса, вот именно вот бывают же такие местные, вот, например, кабайские, это кабайские караси, там кто-то своей жеребятиной славится, говядиной. Легкая картошка. Да, вот, а вот что Кахаянский. в семьях едят, и то, что вот именно местное, вот самое вот У такое нас, колоритное. наверное, я вот хочу поставить наши коровы нюрнбергские наравне, и я извиняюсь, но как бы всегда считается черепчинское Мясо почему-то. мясо коровы Да. всегда. А у нас какие вкусные в Нюрбе, у нас аласы, да, там про Коча я пою, про алас большой наш. И у нас вот рядом столько хороших местностей, где вот Пастбищ, ну. питаются хорошей травой, от еды же зависит. Я не путаю. Даже люди, то, что мы едим. В Нюрнбергском улусе была деревня Энахсыт, да? Да, Нахсат Вот деревня есть. даже там вот разводили. Да. Я вот- Даже и у это, нас- это слово само, Да, да? вот даже деревня была. Сейчас она есть? Да, есть. Ага. И у Ну, нас её переименовали очень вроде. вкусное мясо, вот коровы именно. А. Это когда кушают до сих пор, да, когда отправляют мясо, просто ни с чем не сравнить вот это наше мясо коровы. Это первое. Второе, это в Нюрбе самое вкусное, караси самый. Нюрбинский карась, вот у нас озеро, там каждое озеро по-разному вкусы, да, там карасей. По всей республике сколько озер, и везде разные вкусы. И мы всегда кушали рыбу из одного озера, Немискельнах называется. И там караси белые такие, именно белого цвета караси. А вкус просто не сравнить ни с чем тоже. Вот. И на третьем месте, конечно, поставлю... у нас рыба, получается, и река есть, да, Вилюй, и озерных рыб много. Но я речную рыбу в Нюрбе особо не кушал. Как бы. Мы речные... Те же нюрнбергские тугунки. Нет, тугунки, да. Тугунки это отдельная тема. Это отдельная Но тема. я просто сырой никогда не ел, и поэтому сильно внимания не обращал внимания на это. Поэтому я вот говядину и караси у нас просто очень вкусные. Можно сделать свой бренд, да? Да. Просто все же успели сделать бренд, да, там. Да. там всё, как бы. Ну или пытаются сделать бренд, потому что вот как раз предыдущая передача была, мы разговаривали именно о брендах якутских. Что мешает нашим якутским продуктам, которые, ну вот практически уже на всю Россию известны, да? Сделать, да. Чтобы сделать брендом именно. Есть вот сейчас пытаются сделать, например, сделано Было в бы Якутии, хорошо, да. да. Да, было бы очень здорово, чтобы, ну вот какое-то такое Нужно блюдо. себе работу хорошую, да. А что мешает, по-твоему? Вот как ты предприниматель, что скажешь? Нужны люди, которые этим занимаются. И чтобы уделяли хорошее время и правильно составить вот этот, как сказать, план и сделать это. Больше ничего. Надо просто сделать это.
То есть, получается, пока это что мешает? никому и сильно не надо, получается, если до сих пор не сделали. Такого же, скажем так, якутская рыба, да, я согласен, что это просто бренд. Да. Да, уже везде уже знают, по России, например, да. А что-то такое, что именно какой-то такой конкретный, не только мясо, да, якутское мясо, а, ну, допустим, верхоянская жеребятина, там, накобяйский карась, ну, Да. что-то вроде вот, типа вот такого. Что мешает? Я не знаю, я не могу Не сказать. знаю. Рецепта точного не знаю. Да. Я сегодня знаю рецепт фетучини, который мы пытаемся приготовить. Но я думаю, что-то очень вкусное будет. Да, прекрасно. А вот рассказывал насчет того, что во многих улусах был. Вот в какой поездке вот тебе что-нибудь такое прям запомнилось, что тебе прям местное что-то подали, ну прям вбилось в голову? Я все помню хорошо, да, очень многие места помню хорошо. Но больше всего запомнилось обычно, что самое первое, куда первый раз далеко уехал. Я первый раз далеко уехал в Мому по программе «2000 добрых дел». Михаил Николаев, когда президентом был. И проездил весь Момский улус. По деревням, да? Да. Я чисто так взял и поехал. Без оплаты, без ничего. Как бы проезд мне сделали и чисто выступать поехал. Набрался опыта, с людьми познакомился. И очень хорошо встретили. И вот эта поездка для меня была такая самая супер крутая поездка. Ну, я очень доволен был. Эмоциональный И я как Просто вырос- потому что первая, да? Одна из первых, получается. Да, и мне было, считаю, 18 лет. Ах ты. Да, я поехал на гастроли, сам позвали, пригласили. И очень хорошая команда была. Ну, я считаю, что я тогда там почувствовал себя певцом, артистом, реально, которого вот встретили, возили, встречали как артиста. И там немножко я на какой-то новый ступень поднялся. И все после этого начал работать в таком же духе. Так, мы время засекали, кстати. Мне осталось 2 минуты. У тебя осталось 2 минуты, да? Слушай, спрошу про то, что тоже одна из таких увлечений твоей жизни – стрельба. Мгм. А это что для тебя? И как ты пришел вообще? Это Расскажи. образ жизни, наверное, скорее всего, образ жизни, без которого я уже не могу жить. И как сказать, профессионально занимаюсь, как-то недостаточно я. наверное, Язык не профессионал. поворачивается Да. вроде как, да? А в то же время не профессионалом я не считаю себя. Ага. То есть где-то вот. Где-то Да, посередине. хороший любитель, да. Планов много. Уже, в принципе, я с 2005 года стреляю. Вначале очень плотно стрелял. 16 лет уже. Плотно стрелял где-то 5 лет. Потом немножко отошел. Стрелял чисто для себя, там, по соревнованиям каким-то приходил. И вот с прошлого года опять более плотно начал заниматься. Слушай, а вот как ты первый раз пришел, как получилось? Опять по эстраде в Даймонд-парке выступали с друзьями, с Василием Вдруг слышишь Еремеевым. выстрелы? А слышу выстрелы. Это что такое? Ага. Как? Почему, я не знаю. Ага. И как раз с этого момента мы начали интересоваться и с друзьями приехали, начали для себя стрелять. И тогда был Иван Павлов, тренер, инструктор. Он очень похвалил в первый же день. Тебя? Ты так стреляешь вообще. У нас мастера так редко стреляют. Ну, не мастера там. Аял был тогда кандидатом, был, когда я Кандидатом, пришел. наверное, был 2005 год, да? Да, и говорит, послезавтра соревнования будет, приходи, постреляй. Ага. Ну, я решил попробовать себя. А почему нет, да? Почему нет? Ага. И занял ровно середину с таблицы. Ага. То есть из 35 человек я занял где-то 16 место какое-то. Круто. И это Так? была просто большая победа. Ага. Ага. Представляешь, приходишь в какой-то вид спорта, Да. а там все такие мощные, классные, вообще там все экипированные, Оружие оружие у них все крутые, хорошие, иномарочные. А я купил себе ИЖ-27 с 2 курками. И вот с этого ружья я начал стрелять. Потом решил для себя немножко,
пострелять, позаниматься. Ровно через месяц еще следующее соревнование. Вот я месяц занимаюсь, тренируюсь. Через месяц я занял первое место. Ничего себе. Вот. И после этого, можно сказать, я туда уже... Зародился. Да, уже начал стрелять. А Ну, какой- если честно, почему вот так получилось, да? Потому что я же рассказывал до этого. Дедушка учил, дедушка ездил, дедушка охотился. И все это время вот дедушка мне рассказывал, как стрелять. Азы показал. Да. Слушай, а какое самое большое достижение твое спортивное? Наверное, скорее всего. По идее, в прошлом году я на 2 кубках России занял первое место. Вот На этапах. формально, ну, для меня это самое большое достижение. Ну, значит, Последовательный причем. Да. Да. Раз. Не, 4-й, да, кубка, и Ага. 6-й я взял. Ну, я имею в виду в один год. Да, в один В год. один год, ну. Ну, то есть ты, скажем так, ну, подтвердил свое звание мастера. Ты же мастер? Это мастера. Мастер спорта, я имею в Да. виду. И там в прошлом году на 5 или 6 соревнованиях участвовал. Мгм. По идее, результат взять, если очень хороший, ну, для меня, так как очень долгое время отсутствовал, не стрелял, и как-то хорошо началось вот так. И поэтому в этом году нужно еще больше поднажать, больше усердно заниматься, тренироваться, и дай бог, что результат еще, надеюсь, впереди хороший. Еще. Вообще даже стрельба зависит от того, какую музыку ты любишь. От этого тоже зависит. Даже. Поэтому, может быть, и мне этот вид спорта подошел. А какую музыку ты любишь тогда? Ну, допустим, Вдруг я тоже начну хорошо стрелять. не, скорее всего, лучше, буду слушать эту музыку, и вдруг поможет. ну, каждому свое, наверное. Ага. Это зависит от характера человека. Ну, а ты что Кто-то слушаешь? слушает рок Да. и идет побеждать. Кто-то, наоборот, нужно успокоиться, надо медленную музыку слушать. Ага. А, ну то есть от темперамента. Да, я вспомнил сейчас, когда про музыку сказал, вспомнил один мой хороший знакомый, тренер по боксу, рассказывал, что они поехали на соревнования, Ага. какой-то город, не помню, чемпионат России, то ли Кубок России. И говорит, мой спортсмен каждый день что-то едет на соревнования и слушает, песни слушает. Такой сидит, слушает. Да, и да, заряжается. побеждает всех. Он новичок и побеждает хороших ребят, там, кандидатов, там, мастеров побеждает. Ну, что ты слушаешь? Он говорит, я Аскалона слушаю. Камиль, Камиль, Камиль. И всех просто рвет. Ага. О, молодец, думает. Ага. А потом в финал едет такой. Чуф. И спокойно сидит такой, говорит. Тоже сам как бы Да-да. свою атмосферу ловит. И приезжаем, говорит, его в одни ворота избивают. Ну, тут проигрывает он. Проиграл, ну. Он говорит, что с тобой случилось? Почему музыка не помогла? Что ты слушал? Говорит, Игорь Егоров, Бельбетагам послушал. Ну, то есть он медленно песню послушал. Не настроился. Да, не настроился. Поэтому все зависит, какую Да, песню ты слушаешь. От темперамента. Да. Да, выглядит очень вкусно, аппетитно. Выглядит превосходно. Семен нам сервирует. Креветочки положит, наверное, да, Семен? Как-то вот... Нет, ее и пахнет просто клевенько. Ну, что, мы уже подошли к Делаем финалу. итог. Да, делаем Да. итог. Ну, предлагаю все-таки попробовать, да? Попробовать и, скажем так, Семен, скажешь свою экспертную оценку. Как Игорь приготовил, да? Как Игорь приготовил фетучини в программе «Просто вкусно». Приятного аппетита. Приятного аппетита и пробуем. Ну, здорово. Игорь, а говорил, что не умеешь готовить? Да? Я добавлю чуть-чуть соли. Чуть-чуть соли, да, чуть-чуть соли как будто не хватает. У меня все хватает. Просто. Слушай, очень вкусно, да, но когда мы до начала передачи разговаривали, ты же сказал, что фетучини не твое любимое блюдо, да? Какое любимое твое блюдо? Самое любимое, Мне- которое вот ты любой, как всегда можешь кушать.
Ну, это стейк Стейк. средней прожарки. Medium rare. Медиум, можно сказать. Да. Из, А, медиум? Жеребятины, говядины, оленины. В основном говядину. Вот. А так люблю... я вообще не привередливый в еде. Кушаю все, что съедобно. Кушаю. Сырое только не ем. Сырое просто, не знаю, так получилось. Ничего не ешь? Я вот эту строганину начал кушать года 3, наверное. Ну что, ну то есть сырое мясо не ешь, печень не ешь? Да ладно, да? Ну, так, А, и бывают такие люди. бывает. Я вот из тех, кто не ест сырое. Да. Очень вкусно. А так, да, очень вкусно и очень приятно. Да. Вкус. Игорю надо большое спасибо сказать, что все-таки этот внес в наш рацион обеденный фетучини, итальянское блюдо. Игорь, смотри, ну вот ты говоришь, сизмальса поешь, да, я опять к этому возвращаюсь, к пению, да, потому что все-таки это большинство наших телезрителей знают тебя именно как певца. Так, согласись, вот. Каждый человек может научиться петь. Да. Что Каждого человека, любого человека можно научить. Ну, сносно, скажем так. Почему? Ну, нормально. Нормально Вообще, можно научиться. да. А говорят же, медведь на ухо наступил, слуха нету и все такое. Ну, например, я касаемо себя говорю. Ну, да. я, допустим, преподаватель, да, ученик пришел и говоришь мне медведь на ухо наступил. Ага. А я тебя спрашиваю, ты слышишь меня, то, что я говорю? Да, Значит, у тебя есть слух. да. Мы же как-то общаемся. Да, ты же говоришь, Ага, значит, у тебя есть голос. ага. Проблема в чем? Есть связка между голосом и слухом. Такая ниточка есть. Мгм. У кого-то она с рождения, вот как у Моцарта, уже хорошая такая, Разработано, да. она, передается с поколения в поколение, да, там. А если нет, это можно развивать. А у кого-то тонкая она, прозрачная еще, может быть, вообще настолько тонкая, что не видно. То есть человек звуки не отличает там, по тональностям. Да, Тебе говорят, да. вот найди мне вот эту тональность, да, какую-то нотку. Ты это не можешь найти. А если хоть как-то находишь, и хоть как-то слышишь, отличаешь песни от песни, там, ну, уже это хорошо. И можно научить. Развиваешь, и эта нитка начинает толще становиться. Ну, как мышца, короче. Да, как мышцы, да. И его надо просто тренировать. Побольше слушать, интонировать, сольфеджио заниматься. И все это. Отдаешь ребенку музыкальную школу, это за 7 лет уже человек уже может научиться вначале понимать музыку, гармонию, сольфеджио. Вот это все со временем достигается. Потом начинаешь вот про голос. Ну, это же вокалисты занимаются более-менее хорошо. И любого человека действительно можно научить петь. Хотя бы на петь. свадьбах. Ну, самый легкий Не- вариант это какую-то песню изучить. да. Конкретно песню взял, и эту песню ты на зубок знаешь. Поешь. А если уже дальше пойти, то уже ты можешь любые песни начинать петь. Хоть уже на троечку, но ты уже будешь петь. Поэтому я говорю, что талант это хорошо, но учение это выше, дороже стоит. Тренировки это больше. Да. Да, а в твоем случае как долго тренировки продолжаются? Ну, то есть, сколько ты учился вообще пению? сам? Я не учился петь. Вообще не учился? К сожалению, То есть- к сожалению, я Значит, тебе повезло. просто дворовой, Ага. самодеятельный певец. Вот и всё. Не профессионал. Я профессионал в другом более-менее. Я музыкально образованный, но не по вокалу. Не по вокалу. Ну, Да. то есть музыкальное образование все равно есть. Есть, да. Да, Я ну вот. 7 лет учился в школе, 4 года в музыкальном училище. Это, Ну, считай, вот 11 видишь, лет. 11 лет, да. Семен у нас учился 9 лет поварскому искусству. Да, Семен? Типа. Да, типа, да. Ну вот человек, чтобы научиться готовить хорошо, видишь, это тоже каждое учение, да, ну то есть действительно просто так взять и начать что-то делать. Бывают, конечно, таланты, да, могут и все. В принципе, чтобы стать певцом, не обязательно иметь музыкальное образование. Не обязательно, но приветствуется. Слушай, а ты как думаешь, вот глянь, например, 10 лет вперед, да, 15-20 лет вперед, как думаешь, ты будешь еще продолжать петь? Буду. Будешь? Уверен. Да, и Пока буду жить. кем ты себя видишь? Пока буду жить, я буду петь. Пока буду ходить, видеть и нормальная реакция нормально будет, я буду стрелять. То есть вот эти две вещи, которые со мной будут всегда, и вообще без них я не смогу А жить.
В пении ты сейчас учишься или что-нибудь такое новое, что-то такое есть для тебя в пении? Ну, я знаю, что все люди, ну, которые меня знают, не знают. Скорее всего, 95% из них не знают, что я пою в хоре, в церковном хоре. Так, с этого момента Это интереснее. так получилось, что когда я поступил в музыкальное училище по классу фортепиано, у нас был хор общий. И преподаватель наш, Елена Федоровна, предложила мне с ними петь в архиерейском хоре. Говорит, вот ты, у тебя тенор хороший голос, научишься с нами, и для учебы хорошо это скажется. Но я согласился, а это наш церковный хор. С 97 года я до 2005 года пел просто каждые выходные, это в субботу вечером и в воскресенье утром я в храме пел. В церкви? Да. Да. И, Это какие-то службы там, да, специальные? да, это вечерняя, всеночная, утренняя литургия, воскресенье. Сам крещеный. Вот, и во всех церковных праздниках. Пасха, Рождество Христово и так далее. Я сам, конечно, не такой прямо верующий, который все посты соблюдает. Если честно, не соблюдал. Ну, как бы это нужно признаться. А так, все равно церковь, православие и так далее, вера человека подталкивает к добрым деяниям, ну, как бы, чтобы человек делал только хорошие дела, ничего плохого, чтобы в жизни такого не было. Но все равно это добро, мне вот это нравится. Звон колоколов, коллектив наш, это как наша семья. Я всегда говорю, что я богат друзьями, я богат близкими людьми, с которыми могу в той или иной сфере общаться. В спортинге, да, у меня свои близкие друзья. В охотнике у меня есть близкие друзья. На эстраде у меня очень много близких друзей. И в хоре у меня тоже вот здесь. Близкие друзья Да, свои. у меня своя команда. Поэтому я этим очень горжусь. Никому никогда особо не рассказываю. В соцсетях этого не показываю. Не хвалишься, короче, этим. Не показываю, и, да. Иногда думаю, а что было бы, если бы я показал вот это все, просто кто-то ходит за мной, и мой день показывает, тогда бы, конечно, увидели, что вот там стоишь 4 часа, 5 часов и поешь по партитуре вот эти наши песнопения. Это очень красиво звучит, и это очень, ну, вообще надо послушать, мне кажется. Да, приглашай, приду как-нибудь послушать. Хорошо, обязательно. Ага. Ну что ж, друзья, да, надо спасибо Игорю сказать очень большое за то, что ты согласился наконец-то прийти в нашу передачу. Просто вкусно. Реально то, что ты приготовил вместе с Семеном, реально очень просто и вкусно. Быстренько мы все это приготовили. Я так бы всегда готовил. Если кто-то рядом стоял, я бы рассказывал, он готовил. Да. Но как бы это я готовлю, это вообще круто. Как бы это ты делаешь, да, ну и как бы мы все это вместе сделали, да. Мужская наша кухня, слава да и хвала, как говорится, да. Еще раз тебе спасибо. Ну, Спасибо. как говорится, на этом мы заканчиваем нашу программу. Я Петр Цыпандин, программа «Просто вкусно». Смотрите нас на канале Якутия 24, субботу, воскресенье, вечер. Всего доброго, друзья!